19 ноября в 17 часов на НТРК «Магаз» состоится прямая линия с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Вы уже можете задать интересующие вас вопросы или отправить видеообращение на личную страницу главы ВКонтакте или на номер 8 928 098 23 33 в мессенджерах WhatsApp и Telegram. В ходе прямого эфира вы можете также позвонить на бесплатный номер 8 800 505 45 48. Трансляция прямой линии будет вестись на канале НТРК «Магаз», на официальном сайте, на площадке телеканала в Рутюб, а также на официальной странице ВКонтакте главы Ингушетии. В Ингушетии досрочно завершена реализация федерального проекта сохранения уникальных водных объектов нацпроекта «Экология». Об этом сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Расчистка русла реки Сунжа протяженностью 4 километров 600 метров проводилась в 2 этапа. Убрано порядка 600 тысяч кубометров донных отложений. Благодаря проведенным работам увеличена глубина реки и улучшен кислородный режим водного объекта. Это позволило создать благоприятные экологические условия для 12 тысяч жителей. Калиматов отметил, что восстановление реки Сунжа – это не только экологическая инициатива, но и социальная. До конца года в рамках реализации нацпроекта здравоохранения в Ингушетии запустят единую дежурно-диспетчерскую службу скорой помощи. Работать она будет на базе Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Основной задачей службы станет увеличение оперативности и эффективности реагирования на вызовы, упрощение обмена информацией между дежурным персоналом различных служб, а также улучшение координации работы медиков. Система позволит оказывать первую помощь в обычных ситуациях и в условиях чрезвычайных обстоятельств. Одним из главных преимуществ новой службы станет интеграция системы ГЛОНАСС. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов рассказал о реализации в регионе национального проекта «Культура». В республике в рамках нацпроекта реализуются 3 региональных проекта – «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». До конца года завершится строительство Дома культуры в сельском поселении Джейрах. Объем строительных работ выполнен на 80%. Кроме того, завершен капитальный ремонт Дома культуры в сельском поселении Верхние Ачулуки и здание Центра театра, кино и креативных индустрий в Магасе. В рамках проекта «Творческие люди» до конца текущего года обучение пройдет 121 человек. В Ингушетии отреставрируют башню номер 4, входящую в состав архитектурного комплекса «Нижний Пуй», сообщили в пресс-службе школы каменщиков-реставраторов «Наследие». Уже завершены археологические изыскания. Как отметил руководитель школы Рамзан Султыгов, главный принцип работы школы – это максимальное сохранение исторической аутентичности. Трогать и разрушать скалу в башне ни в коем случае специалисты не будут. Полы также останутся в своем первозданном облике. Центральный столб планируется частично восстановить с использованием оригинальных фрагментов, а несколько треснувших камней, которые не смогут выдержать нагрузку будущей конструкции, будут заменены, отметил Султыгов. 19 ноября в Музее изобразительных искусств Республики состоится открытие выставки 3 известных мастеров Дагестана из Махачкалы с любовью. Свои работы представят заслуженный художник Республики Дагестан, член Союза художников России Магомед Али Магомедалиев, мастер ювелирного ремесла, член Союза художников России Хидрильяс Ахмедов и мастер по медно-чеканной посуде Умар Шейхов. Посетители смогут увидеть разнообразные работы декоративно-прикладного искусства, медно-чеканные и ювелирные изделия, предметы из дерева и многое другое. Мошенники начали использовать новую комбинированную схему, которая предполагает вовлечение родственников и друзей жертвы, предупредили в пресс-службе Сбербанка. Обман начинается со звонка с предложением получить доход от инвестиций с помощью персонального консультанта, личного брокера. После того, как человек перевел деньги на счета злоумышленников, они создают поддельный личный кабинет, в котором отображается счет и доход от сделок, хотя никакой инвестиционной деятельности не ведется. Когда жертва обмана решает вывести деньги, у него запрашивают налоговый код, для получения которого нужно оплатить комиссию. В этот момент начинается второй этап схемы, на котором злоумышленники вынуждают жертву вовлечь близких, которых также планируется обокрасть. В Госдуме предложили запретить продажу услуг тарологов на законодательном уровне. Автор инициативы, депутат Госдумы Андрей Свинцов, предложил законопроект, который запретит рекламу и заблокирует ресурсы, где публикуются предложения таких гаданий за деньги. Парламентарий лично посетил сеанс с участием женщины-таролога, но результаты гадания и обещания предсказать будущее не убедили его в честности результатов. Популярность услуг тарологов за 2024 год выросла более чем на 70% по сравнению с предыдущим годом.